219 мероприятий с общим охватом более 25 тысяч человек провел за прошлый год Комитет по делам молодежи Ингушетии. Волонтеры республики принимали участие в подготовке и проведении федеральных и региональных мероприятий, а общее число добровольцев в Ингушетии за минувший год увеличилось более чем в 2 раза. По добровольчеству у нас в России есть самый главный портал Добро.ру, где регистрируются и мероприятия, и добровольцы. В начале года было 2160 зарегистрированных добровольцев, 4620 сейчас. Активность поднимается, потому что через этот сайт у них идет волонтерская книжка, часы, поэтому они активно регистрируются. В 2023 году мы хотим еще раз удвоить, дойти до планки уже до 10 тысяч волонтеров, чтобы у нас было зарегистрировано. Всего зарегистрировано на этом же портале 219 мероприятий, где созывались волонтеры. Охват составил 25 370. Комитетом также активно проводится работа по вовлечению молодежи для участия в грантовых конкурсах. На форуме «Торгим» было разыграно 3,5 миллиона рублей. На Всероссийском форуме «Машук» делегация заняла первое место и по сумме грантов, и по количеству победителей. А Всероссийский форум волонтеров-медиков, который проходил в Москве на ВДНХ, разыграл 3 миллиона рублей. Более половины грантов забрали представители Ингушетии. На Северокавказском конкурсе среди некоммерческих организаций Ингушетия также заняла первое место среди субъектов СКФО. Также активисты принимают участие во всероссийской акции «Мы вместе» по оказанию помощи семьям военнослужащих. Мероприятие провести – это надо, нужно, это полезно. Но сегодня у нас СВО идет, у нас серьезная ситуация в стране в целом и в республике. Так вот, с завтрашнего дня и займитесь призывом, разъяснением закона, который несет с собой уголовную ответственность. Понятно, военные комиссары, главы районов есть, главы городов. Но комитет по молодежи, авангард, так сказать, он оказался в стороне. В остальном работа, я вижу, вы стараетесь, делаете, но на сегодня вы актуальных вопросов, актуальных потребностей не видите. Вот это очень важно. Надо этим заняться. Глава региона добавил, что профориентация, трудоустройство и патриотическое воспитание молодежи – это вклад в будущее процветание региона. Способные обучаться, патриотично настроенные, любящие свою большую и малую родину, юноши и девушки формируют костяк управленцев. Махмуд Али Калиматов также отметил, что ингушская молодежь должна принимать самое активное участие в общественной жизни республики и страны. А комитет по делам молодежи должен всегда быть в курсе политической повестки. Мы по приусадебным участкам делали. Вот. Я думал, вот вы догадаетесь. Вот взять, собрать, сказать, слушайте, у нас глава, он взял и давайте, мы не будем финансово, а можете попадем в лучший огород. Все берете, друзья мои, все друзья, у кого есть приусадебный огород, или у дедушки, бабушки есть, значит, мы прям флаг выставляем молодежный, да, комитет по молодежи, и берем саженцы, фурнодой, и это урожай, и телевидение всегда поедет, вас заснимет. Хоть не победителей. То есть вот эти все нормативные акты, которые указом идут главы или распоряжения, которые касаются улучшения экологии, понятно, у вас есть направление. А представляете, если бы сейчас каждый, у кого есть огород, и как бы я гордился еще. Понимаете? Поэтому перечитай указы, посмотри их. Чего нету, записывайся, придешь, обсудим, какой алгоритм там выработать. Ну, вот так вот, в первую очередь сейчас армейские дела. Если вернуться к итогам работы комитета, в прошлом году впервые организованы молодежные ярмарки вакансий в Магасе, Карабулаке и Малгобеке, куда были приглашены представители различных организаций и нетрудоустроенная молодежь. На мероприятиях было представлено более 1000 вакансий от 20 представителей различных компаний. По итогу 3 ярмарок 130 человек приступили к работе в течение первой недели. Асадом «Гигант Ингушетии» была достигнута договоренность о временном трудоустройстве более 400 студентов на летний сезон. Муслим Ганиев, Новости 24.